Обсудить с представителями власти насущные проблемы и будущие преобразования. Первый вопрос на повестке – это обеспечение качественной электроэнергии. Глава местной администрации отметил, что в целом напряжение в домах на хорошем уровне, но остро стоит проблема с ветхими сетями. Внутри села она уже 60-х годов старая. Вот вчера сами работники МРСК сказали, это провод рвется как тряпка. Они ее вчера делали, замкнуло у нас, вызвали их. Мы вчера целый день делали здесь. Этот провод, они видят, сами хрупкий, рвется. От 60-х годов провод. Они говорят, было бы хорошо, если бы его заменили сипом по селу. А то, что тянется ЛЭП, это, естественно, его надо сначала по дороге проложить, а потом только убирать. Обсудили и многолетнюю проблему отсутствия воды в сельском поселении. Головная боль местных жителей, которая усложняется с наступлением лета. В 2017-м здесь пробурили скважину глубиной 300 метров, и подрядчики заверили, что здесь достаточное количество воды для села. Но после того, как проложили водопровод, выяснилось, что необходимого объема воды в скважине нет. Только в прошлом году начались первые шаги в решении этого вопроса. Все есть, разводка есть. Только надо было, вот вода была бы у нас, вот если на скважине нашли бы, все, сегодня водоснабжение у нас было бы. Может, тогда я предлагаю, может, мы обратимся в Роснедр, чтобы определили ближайшую точку, где запас хороший, качественный. Где дебит воды позволяет. Одна из главных тем на собрании – программа бесплатной догазификации населения. Ее должны реализовать до 2023 года. Речь идет о газификации населенных пунктов в местах компактного проживания жителей, без привлечения средств населения. В нашем регионе начата заявочная кампания на бесплатную газификацию домовладений. По предварительным расчетам мы рассчитываем получить 12 550 заявок на догазификацию домовладений. На сегодняшний день по республике поступило 400 заявок. От населенного пункта Ашты мы рассчитываем получить 92 заявки на бесплатную догазификацию при участии в этой программе. Заявки установленного образца, документы и заявки мы оставим вашему главе села. И, соответственно, нам необходимо с вами начать эту работу, где это необходимо. То есть имеется в виду, если объяснить по-простому, в общем, от действующих магистральных сетей, которые у вас центральных труб, бесплатно будут подводить газ до вашего домовладения. Правительством региона утверждена стратегия развития республики до 2030 года. Основной целью является улучшение качества жизни населения, увеличение экономического и экспортного потенциала Ингушетии, развитие малого и среднего предпринимательства. Команда главы республики провела большую работу 2019 года по выравниванию экономической ситуации. В первую очередь для работы по снижению имеющейся кредиторской задолженности перед федеральным центром. И теперь была большая работа проведена по снижению последствий, связанных с пандемией коронавируса. И в настоящее время мы вышли на первый этап реализации экономических мероприятий. Это определение базы и фиксация мероприятий с целью последующей защиты на федеральном уровне и определения механизмов реализации имеющихся механизмов и определения финансирования по реализации конкретного каждого мероприятия. Жители внимательно выслушали гостей, задали интересующие вопросы и подчеркнули, что если решится даже одна из их проблем, для них это уже огромное достижение. Самый острый вопрос – свет, вода. Проблемит свет дот адам атуожаен свет таёжи. Эхки мдивен морозильник же, холодильник же, духамда басам тукны жолчеры шайтоварищ тал. Из вопроса самый острый на сегодняшний день. Оздеваны. Цаатайп молодежи на аманы дамдатш. Что делать? Лишь бы ерш. Бог могуш бы, кегена бы, егиже. Цаатайп дион цаат был метгиж ич. Цена чапайт хуболж метгерта.
Жители села одобрили программу газификации населенного пункта. Многие старые дома уже давно подключились к сети, но хозяевам новых участков это улучшение будет как нельзя кстати. Также говорили о развитии здравоохранения, образования, спорта и других жизненно важных отраслей в селении Аршты, которые требуют внимания и времени. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.